В горных районах Чечни привыкли свято соблюдать народные обычаи и традиции. В них можно буквально окунуться, оказавшись на территории башенного комплекса вместе с экскурсоводом. Особый интерес и удивление посетителей музея вызывают башни, которые строили наши предки, одна из которых демонстрирует быт чеченцев в эпоху Средневековья. На некоторых камнях башенного комплекса можно увидеть древние таинственные петроглифы, нанесенные много лет назад. Построены чеченские башни из скрепленного известняком камня. Стены внутри наклонены в сторону. Башня словно становится чем выше, тем тоньше. Чеченцы называют их бов, когда говорят о боевых башнях, и гала, когда о жилых. Башни – одни из древнейших каменных сооружений на Кавказе. Типичная архитектура для Чечни. Считается, что чеченцы начали воздвигать свои башни более 1000 лет назад. Тогда в условиях постоянных вражеских нашествий чеченцам нужно было эффективно защищаться и предупреждать угрозу. Причем поначалу возводились боевые сигнальные башни, что должны были предупреждать горцев зажженным огнем о приближении врагов, чаще всего степных кочевников с севера, скифов и других. Чечня имела такую развитую систему сторожевых башен, что информация из одного конца ее могла быть передана огнем в другую менее чем за час. Неудивительно, что за огнями на чеченских башнях внимательно следил весь Северный Кавказ. Чуть позже у чеченцев появились от 2 до 6 этажей жилые башни и до 10 сигнальные боевые. В более низких и более широких жилых башнях на первом этаже держали скот, на последующих жили семьи, тут же хранилась утварь и одежда. Фактически такая башня была персональным замком на одну большую семью. Порой оставалась в распоряжении одного рода сотнями лет. Чеченцы по сей день отлично помнят, где и чья башня находится. Некоторые даже стараются, по примеру предков, в эти башни переселяться. Внутри жилые башни устроены просто: лестницы, скромный интерьер, сундуки, узорчатые коврики и станги, а также надочажная цепь, важнейший предмет интерьера, держась за который кровник мог добиться прощения. В боевых башнях, часто стоявших на вершинах скал, располагались гарнизоны воинов, хранилось оружие. Попасть в боевые башни можно было лишь по приставным лестницам в двери, располагавшиеся не ниже 2-го этажа. На верхних площадках их зажигались огни, сообщавшие с помощью особого светового кода о количестве врага, направлении его передвижения и так далее. Чеченские башни возводили особые бригады опытных мастеров. Причем не более чем за год, иначе башня признавалась негодной и разрушалась. У чеченцев даже существовали целые тайпы, которые специализировались именно на возведении башен. Например, бавлой. Огромные камни строители подвозили к строительным площадкам на валах. Материал поднимали наверх при помощи специальных лебедок. Строители использовали молотки да лото. В конце строительства главный мастер должен был исполнить сложнейшую задачу – в одиночку установить наверху башни особый камень – цурку, и не сорваться вниз. С приходом ислама чеченские боевые башни превратились в своего рода минареты для пристроенных рядом мечетей, а сейчас стали настоящим символом чеченской культуры. В музее собраны разнообразные ценные экспонаты XIII и XX веков. В этой книге можно оставить свое пожелание, дать совет или просто написать слова благодарности. Сотни городов и тысячи имен на русском, английском и даже арабском. Здесь хранятся воспоминания и впечатления. Сюда приезжают, чтобы познакомиться с культурой чеченского народа. Краеведческий музей Чеченской Республики находится среди гор в долине реки Аргун. Он расположился на территории древнего башенного комплекса Пхакоч. Это средневековый замок XII-XIII веков. По легенде, он появился благодаря славному герою Итону. Путешествуя, герой остановился среди гор, чтобы отдохнуть. А когда проснулся, увидел, что ласточка свела гнездо на его мече, а паук сплел рядом серебряную паутину. Итон подумал, что это хороший знак, и решил построить на этом месте селение.
которая сейчас носит название Итум-Кали. Башенный комплекс Пхакоч – это несколько боевых и жилых башен, водяная мельница и мечеть, в которой работает медресе. В Краеведческом музее действует несколько экспозиций. Одна из них посвящена памяти первого председателя Госсовета Республики Хусейна Исаева. Он трагически погиб во время теракта на стадионе «Динамо». В музее воссоздана обстановка первого кабинета Хусейна Исаева. Специально из столицы республики в Итум-Кали привезли его рабочий стол и стол для переговоров. Здесь хранятся также некоторые личные вещи политика, его научные труды. Некоторое время Хусейн Абубакарович преподавал в университете. На первом этаже музея собраны предметы древности. Здесь можно увидеть, как выглядели медные сосуды для воды, вина и омовений в 20 веке, рассмотреть оружие и ювелирные украшения и даже примерить национальную одежду.